Расчеты реактивной артиллерийской батареи имени Сухорукова при поддержке операторов БПЛА «Айгир» полка Башкортостана уничтожают живую силу и скопление бронетехники противника. А чтобы бойцы ни в чем не нуждались и чувствовали поддержку малой родины, волонтеры из Башкортостана привозят добровольцам все самое необходимое по их же заявкам. О том, как тыл помогает фронту, репортаж нашего военного корреспондента Азата Садреева. Расчет к бою! Заводи! Короткий инструктаж и расчет РСЗО «Град» выезжает на огневую позицию. Их более 30, чтобы разведка ВСУ не могла определить, откуда именно будет нанесен очередной удар. Доехав до места, первым делом выставляют антидроновую группу, которая следит за небом. Вражеские камикадзе здесь не редкость. Не теряя времени, остальные бойцы разворачивают установку, сверяются с полученными координатами и ждут команду. 333. Точное попадание по цели фиксируется кадрами объективного контроля. Наши птички тоже летают в тылу противника, умело обходя западные системы радиоэлектронной борьбы. Отработав, расчет боевой машины сворачивается и возвращается в район ожидания. Новый приказ может поступить в любую минуту, поэтому сразу перезаряжают установку реактивными ракетами. Прибыли с боевого выезда. Задача выполнена, цель уничтожена. Здесь с самого начала формирования полка и буду здесь до победы. Я водитель БМ. Привет, с полка Башкортостан. Основной костяк реактивной артиллерийской батареи составляют жители Стерлитамака. Командир подразделения с позывным «Боксер» тоже оттуда. Пока бойцы были на задании, с малой родины к ним приехал гум-конвой, собранный земляками и администрацией города. Преодолев более 2000 километров, волонтеры доставили и передали военнослужащим посылки из дома и внедорожник «Нива», о котором просили сами реактивщики. Вот и финал нашего длинного путешествия. Привезли ребятам, артиллеристам из полка имени Сухорукова, нашим стерлитамакским ребятам Ниву. Будем надеяться, что будет служить верой и правдой, поможет приблизить нашу с вами победу, сохранит жизни наших ребят, чтобы все они вернулись живые и здоровые домой. Вместе с гумпомощью также передали дрон-детекторы, стройинструменты, продукты питания, медикаменты. Но больше всего бойцов обрадовали амулеты, сделанные детскими руками, и письма со словами поддержки. На передовой они есть у каждого добровольца. Значит, привезли сюда в зону специальной военной операции детские рисунки. Вот это получается от Зуева Марка, ему 6 лет. Как я и сказал, повесим на самом почетном месте. Вот. А также детский сад номер 15 прислал свои рисунки, письма. Мы их обязательно прочтем и также повесим уже на имеющуюся доску от детей, которые у нас есть. Спасибо большое городу Стерлитамаку, неравнодушным жителям. В реактивной батарее служат добровольцы разных возрастов и национальности. Кто-то пришел уже с боевым опытом, у кого-то за плечами только срочная служба. Объединяет их всех одно – любовь к своей родине. Боевого опыта нету. 30 лет прошло уже, как с армии пришел. Просто, я думаю, касается всех, поэтому не смог дома лежать. В районе ожидания боевые машины находятся в постоянной готовности. После получения приказа расчеты в течение нескольких минут выдвигаются на свои огневые позиции и отрабатывают по полученным координатам. Один пакет такой установки способен накрыть площадь, равную 4 футбольным полям, поэтому скрыться от осадков в виде града практически невозможно. Реактивщики не дают покоя врагу ни днем, ни ночью. В любое время суток они готовы выполнить поставленную задачу. Азат Садреев, Айнур Кабиров, Иван Шабрин. Новости. Луганская Народная Республика.